Приоритетное направление агрохолдинга Таллина – свиноводство. Фермы находятся в Мордовии и в Ульяновской области. Свиноводы холдинга добились мировых стандартов отрасли. Средний суточный привес на откорме – 880 грамм. Конверсия – расход корма на 1 килограмм мяса – 2,7 килограмма. Толщина шпика – не более 2 сантиметров. Каждая свиноматка приносит в год в среднем 25 поросят. Эффективность зависит от многих факторов: современного оборудования, передовых технологий, полноценного питания животных, ветеринарной культуры, грамотности сотрудников. Все процессы на свинокомплексах автоматизированы и компьютеризированы. Комбикорм производится из зернобобовых культур, выращенных растеневодами Таллины. Входящий в холдинг Ковылкинский комбикормовый завод выпускает в сутки 500 тонн полнорационных гранулированных кормов. На базе лаборатории изучается химический состав кормового сырья и готового корма. Проводится анализ на содержание аминокислот, необходимых для здоровья животных. По результатам исследования, при необходимости, рецепт смеси корректируется. На свиноводческих площадках в качестве отцовской породы используется дюрок. Во всем мире эта порода традиционно выбирается для промышленного скрещивания, поскольку обеспечивает рождение жизнеспособных поросят, передачу по наследству высоких мясных и откормочных качеств. С 2004 года все комплексы Таллины перешли на технологию искусственного осеменения. Это позволяет детально исследовать качество семенного материала в специальных лабораториях холдинга и гарантирует появление здорового потомства с лучшими характеристиками племенных пород. В качестве свиноматок используются так называемые кроссированные животные – помесь пород Ландрас и Йоркшир. Ландрас обеспечивает хорошую плодовитость. Йоркшир гарантирует оптимальную скорость роста и быстрый набор веса, высокую молочность. Сначала свиноматки попадают на участок осеменения. Затем проводят обследование с помощью ультразвукового аппарата, и при подтверждении супоросности их переводят в цех ожидания. Этот период длится 115 дней. За несколько дней до предполагаемой даты опороса животных переселяют в специальную секцию. Там они находятся вместе с новорожденными поросятами в течение 28 дней. В год от одной свиноматки можно получить в среднем 2,4 опороса. За один раз рождается в среднем 13 поросят. На участке применяется специальный обогрев двух видов – инфракрасные лампы и теплые полы. Лампы дают свет и обеспечивают температуру плюс 38-39 градусов по Цельсию. Свет привлекает поросят, и через некоторое время они уже знают, что освещенное место предназначено для отдыха. Полы также прогреваются до 38-39 градусов. Они сделаны таким образом, что легко подвергаются гигиенической обработке и замене. Локальный обогрев необходим новорожденным, чтобы они не испытывали температурный шок. В утробе свинки поросята находятся при температуре 37 градусов, а в секциях температура около 25. Поэтому в течение первых суток после рождения для них важно создать максимально комфортные условия. На свинокомплексах холдинга количество опоросов за месяц составляет 1500, за год более 17 тысяч. Ежегодно появляются более 170 тысяч поросят. Через 4 недели после рождения они весят 7-8 килограмм. В это время их переводят на участок доращивания. Здесь животные находятся 7 недель, ежедневно прибавляя в весе по 500 грамм. К концу периода доращивания вес достигает 30-35 килограмм. Следующий этап – откорм. Средний суточный привес составляет около 880 грамм. За 6 месяцев после рождения
животные набирают до 107-110 кг. Это оптимальный вес, при котором наращивается в первую очередь мясо, а слой сала не будет превышать 2 см. Свиноводческим хозяйствам комплекса присвоен самый высокий зоосанитарный статус – 4-й компартмент. Это подтверждено Россельхознадзором и ветеринарными службами регионов, в которых расположены свинокомплексы Талины. Высший зоосанитарный статус означает, что фермы полностью защищены от проникновения заразных болезней и их возбудителей. Для того, чтобы предприятие получило 4-й компартмент, оно должно соответствовать множеству критериев. Например, исключается возможность проникновения на территорию хозяйств посторонних лиц и въезд постороннего транспорта, даже контактирование работников со свиньями на домашних подворьях. Вход в помещение, где содержатся животные, разрешается сотрудникам только после принятия душа и облачения в стерильную спецодежду и обувь.